Далее предлагаем обзор экономических, мировых, спортивных и других новостей. И для начала озвучим актуальный курс валют. По информации Центробанка России, 1 доллар стоит сегодня 73 рубля 60 копеек. Евро остановился на отметке 83 рубля 34 копейки. Покупают сегодня американскую и европейскую валюту по лучшей цене Совкомбанк. Доллар за 73,42, евро за 82,90. Самый выгодный курс продажи доллара и евро сегодня у Азиатско-Тихоокеанского банка. Доллар за 73,92, а евро за 83,47. Цены на жилье в России выросли на 15% за год. Так, страна переместилась с 8 на 14 место рейтинга. По данным агентства недвижимости Knight Frank, в третьем квартале цены на жилье увеличились в 56 странах в среднем на 9,5% к прошлому году. Этот показатель вырос. Во втором квартале рост цен составил 9,2%, а годом ранее недвижимость дорожала на 4,5% за квартал. В России аналитики ожидают замедления роста цен в больших городах, где активно ведется строительство и высока доля инвестиционных сделок. Первый этап приема заявок для участия в федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» завершился на цифровой платформе OneClick Якутия, куда поступило 217 заявок. Но с 6 по 12 декабря стартовал второй этап. Согласно правилам, документы в адрес Управления архитектуры и градостроительства при главе республики должны предоставить органы местного самоуправления. Этим активно и занимаются в Ленске. Сотрудники отдела архитектуры поддержали инициативу ленчан благоустроить дворовые территории по адресам Первомайская, 11А, 13Б, 15Б, 28 и в новом жилом комплексе, построенном в рамках нацпрограммы переселения рабочей. Чем примечательна эта территория? Тем, что не только тут дома строятся по программе переселения, в связи с тем, что увеличивается тут количество проживающих, сегодня администрация города поставила себе план по поводу проектирования и строительства улицы Орджоникидзе до улицы Рабочей. Горожане предложили включить в состав работ обустройство сквера Первомайский, по которому у нас в прошлом году с жителями было общественное обсуждение. Сам дизайн-проект жителям очень понравился. Администрация города очень сегодня активно работает еще по привлечению внебюджетных источников для реализации этой программы. Сегодня направлены письма нефтегазовые предприятия. Собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги остается одной из самых серьезных проблем сферы ЖКХ. Озабочена этим вопросом и Нерюнгринская городская администрация, где работает специальная комиссия по повышению уровня собираемости платежей населения за жилищные услуги. В теме разбиралась Екатерина Павлова. Комиссия заседает по средам на очном приеме, работая с неплательщиками. Сюда приглашаются нерюнгринцы, имеющие внушительную задолженность за жилищные услуги. Услуги, которые оказываются управляющими компаниями. Есть неплательщики двух видов. Есть люди, которые попали в сложную жизненную ситуацию, не могут платить. Есть люди, которые где-то немножко поленились, не могут платить. А есть такие отказники. Да, с которыми работать очень тяжело. Тем не менее, мы их обязательно уведомляем, что вызываем на комиссию. И даже сам факт вызова на комиссию, человек он побуждает как-то уже задуматься, правильно ли он делает, что он не платит, да, потому что люди уже занимаются, органы уже проявляют интерес к этой личности, к этой квартире, собственникам данного жилья. Горожане должны 307 миллионов 329 тысяч рублей. Долг образовался с учетом прошлых лет. На сегодняшний день ежемесячное начисление составляет 58 миллионов. И это задолженность только за жилищные услуги, кроме тепла и электроснабжения. Поставщики данных услуг сами осуществляют ведение этой работы. Проблема у меня в том, что я не могу устроиться на работу. То есть на учет в центре занятости. Но опять же, везде у нас тест снялся. То есть сейчас надо восстанавливаться опять. Нет, очень часто идут объявления, что требуется выход уголь в полмар,
В дальнейшем вы сможете оформить субсидии, так как у вас нет на сегодняшний день работы. Вы можете получить субсидию. Далее мы можем также вам предложить по реструктуризации долга. Если у вас образуется какой-то доход, то вы уже имеете право идти и просить какую-то реструктуризацию, чтобы вам как бы разбили ваш долг на какие-то последующие годы платежей. На административной комиссии должника выслушают, попытаются разобраться в его ситуации и разъяснят различные способы погашения задолженности. Начиная с октября месяца проведено 7 заседаний, где были приглашены 50 должников. Из них пришли 15 человек. Тем не менее, получив уведомление, некоторые жильцы пошли самостоятельно погашать, хоть и частично, имеющуюся задолженность. Поэтому стоит отметить эффективность работы комиссии. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Президент Владимир Путин заявил, что перед введением QR-кодов на транспорте следует убедиться в готовности системы. Российский лидер отметил, что законопроект о QR-кодах имеет рамочный характер и должен быть проработан, в том числе с российскими регионами. А власти страны постараются не допустить никаких опрометчивых решений в ситуации с нововведением. Руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй» Ирина Боровая попросила российского лидера дать поручение дополнительно проработать все вопросы, которые могут возникнуть с принятием законопроекта. Индия запретила международные рейсы до конца января следующего года. Таким образом, Генеральный директорат гражданской авиации страны решил не возобновлять регулярные международные рейсы с 15 декабря. Отмечается, что решение было принято на фоне распространения штамма коронавируса омикрон. Вакцинация подростков от коронавируса начнется в России до конца текущего года. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко. Для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно будет применяться вакцина «Спутник М». Она состоит из 2 компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет. В России зарегистрировали самое дорогое лекарство в мире – Золгенсма. Министерство здравоохранения выдало удостоверение на 5 лет. Препарат включен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Стоимость одного укола составляет порядка 160 миллионов рублей. Покупкой Золгенсмы для детей в стране занимается фонд «Круг добра». Спинальная мышечная атрофия – группа наследственных заболеваний, протекающих с поражением или потерей двигательных нейронов. Заболевание приводит к постепенному ослабеванию мышц, угасанию двигательных и дыхательных функций. Для лечения заболевания применяются препараты Золгенсма и Спинраза. 16 лучших добровольцев республики получили благодарственные письма президента Российской Федерации и главы республики Айсена Николаева. Торжественное мероприятие прошло в рамках минувшего Всемирного дня добровольца. Продолжит Саргалана Неустроева. Сегодня волонтеров привлекают и для событийных мероприятий, и для организации разных социальных проектов. Причем такие работники действительно трудятся для общего блага, от чистого сердца. Валентина – одна из получивших благодарность президента Российской Федерации. Признается, для нее эта грамота – лишь приятное дополнение к тому, чем она занимается. Благодарственные письма являются большим таким бонусом для меня. А самое главное в волонтерстве для меня делать счастливыми людей и во благо общества. Что привлекает в волонтерстве? Да, это ты общаешься с единомышленниками, набираешься опыта, прокачиваешь свои soft skills и, конечно же, обретаешь новых друзей. В этом году волонтерское движение республики отмечает свое 10-летие. За все эти годы движение стало не только по-настоящему масштабным, но и продолжает развиваться и крепнуть. Сегодня добровольцы Якутии – это и волонтеры-медики, и волонтеры Победы, и волонтеры культуры. Глава Республики Саха-Якутия Арсений Сергеевич Николаев достаточно большое значение придавал и придает сейчас развитию волонтерского движения. Есть гранты как президента страны, так и главы Республики Саха-Якутия, которые позволяют в этом общественном пространстве работать. Поэтому я воспользуюсь сейчас такой возможностью и сказать о том, что те, кто желает помочь кому-либо, приходите в это прекрасное общественное пространство.
и просто будьте волонтерами. А между тем, еще в начале декабря якутское отделение волонтеров-медиков было признано победителем в номинации «Лучшее региональное отделение-2021» в рамках международного гражданского форума «Мы вместе». С марта 2020 года, в период пандемии, они помогают лицам старше 60 лет и маломобильным гражданам. Что говорить о нашей победе регионального отделения? В этом году мы получили лучшее региональное отделение в 3-й категории. Это от населения 400 тысяч человек до миллиона. И мы заняли лучшее региональное отделение. Мы к этому очень готовились. Мы в прошлом году не смогли ничего занять, но и для нас это стало мотивацией. И мы очень сильно готовились, мы очень много работали, начиная с 1 января этого года. И для нас получать данную награду – это огромная честь. На сегодняшний день в Якутии уже насчитывается более 2500 добровольцев. И это только официальное количество. На деле же численность волонтеров в регионе намного больше. Есть те, кто трудится и в отдаленных районах республики, кто не действует в рамках только одного движения, а просто любит помогать и понимает, как эта помощь важна. Сарглана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск. Очередное массовое захоронение, обнаруженное в Хорватии, вновь заставило жителей страны говорить о тысячах пропавших без вести в 90-х, рассказывает Никита Конев. Братская могила близ хорватского города Вуковар, в которой обнаружили останки по меньшей мере 11 человек, стала болезненным напоминанием о том, сколько людей все еще числится пропавшими без вести после окончания войны за независимость страны в 1995 году. Сейчас на месте идут поисковые работы. Предстоит обследовать еще 15 тысяч квадратных метров. Ивона Полтриниери, глава отдела по розыску пропавших без вести в Министерстве по делам ветеранов Хорватии, заявила, что на сегодняшний день из могил извлечено более 5204 останков. Личности более 800 человек остаются неизвестными. По ее словам, серьезной проблемой в идентификации покойных и получении другой информации стало отсутствие сотрудничества со стороны властей Сербии, государства-преемника бывшей Югославии. У хорватских властей хранится информация о ДНК примерно 10 тысяч человек, которые все еще ищут пропавших без вести близких. Среди них данные Марии Сестан. Ее сын Томислав, которому был 21 год, исчез 19 ноября 1991 после того, как его выбрал из колонны мужчина, одетый в военную форму. Вы живете каждый день и не знаете, где находится ваш ребенок, муж или жена, отец, мать, брат или сестра, и лишь надеетесь, что в один день вы найдете путь, который приведет к правде о том, что случилось с нашими самыми дорогими членами семьи. По данным Международной комиссии по пропавшим без вести, около 11 тысяч человек все еще числятся в ее списках после конфликтов на Балканах в 1990-х годах, которые вспыхнули, когда бывшая Югославия распалась на отдельные государства. Компания Jetson Air разработала, как утверждают, общедоступное транспортное средство для передвижения по воздуху. Аппарат, по мысли его создателей, заменит традиционные автомобили. Сергей Берец с подробностями. Любой человек может за 5 минут обучиться управлению летательным аппаратом Jetson One с вертикальным взлетом и посадкой. Так утверждает основатель и технический директор компании Jetson Air Томаш Патан. Машина оснащена 4 горизонтально установленными пропеллерами, как обычный дрон для гражданского использования. Справа находится джойстик для изменения направления и регулирования высоты. Слева ручка тяги. Все очень просто, говорит инженер. Система управления электродистанционная. Это значит, что здесь нет физической связи между джойстиком и двигателями. Сигнал от джойстика передается на полетный компьютер, а тот задает скорость вращения каждого мотора и автоматически стабилизирует машину в воздухе. Второй создатель фирмы и ее президент Петер Тернстрём 20 лет проработал пилотом самолетов и вертолетов. По его словам, главное отличие Jetson One от других средств передвижения по воздуху – полное отсутствие вибрации. Вертолеты и малые самолеты очень сильно вибрируют. Двигатели издают громкий шум. Вы слышите постоянное жужжание.
В нашем случае нет никакой турбулентности. Полет прямой и стабильный, как на волшебном ковре-самолете. Это почти экстаз. Возможности аппарата ограничивают батареи, продолжает Тернстрём. Те, что существуют сейчас, позволяют летать не более 20 минут. Материалы, из которых сделан Jetson One, алюминий и углеродное волокно. Максимальная скорость 102 км в час. Стоимость $92 тысячи. Потенциальным пилотам Томаш Патан советует летать на небольшой высоте для остроты ощущений. Международный союз охраны дикой природы опубликовал свежую версию Красной книги, согласно которой свыше 16% всех видов стрекоз на Земле находятся под угрозой исчезновения, рассказывает Артем Сторонов. Почти пятая часть всех стрекоз на Земле находится под угрозой исчезновения из-за разрушения естественных ареалов их обитания. Такие данные в четверг были опубликованы в свежем издании Красной книги, которую выпускает Международный союз охраны дикой природы. По подсчетам экспертов организации, из 6 тысяч видов стрекоз, населяющих нашу планету, не менее 16% находятся в уязвимом положении, в опасности или под угрозой полного исчезновения. Эти насекомые играют важную роль в предотвращении распространения таких болезней, как малярия и лихорадка Денге, поскольку основу их пищи составляют комары и москиты и их личинки. У стрекоз есть преимущество, они могут передвигаться. Взрослые особи умеют летать, поэтому если определенная среда обитания разрушена, у них все еще есть шанс перейти в другую. Тем не менее, 16% – это на самом деле тревожный сигнал. И действительно, есть много видов, находящихся под угрозой исчезновения. Например, в Юго-Восточной Азии, где уничтожение их среды обитания идет очень высокими темпами. Ученые считают стрекоз ключевым показателем состояния здоровья болот и рек. При этом с 1970-х годов почти треть водно-болотных угодий была утрачена, что также нанесло ущерб популяции лягушек и выдр. Исчезновение болот идет со скоростью почти в 3 раза превышающей темпы вырубки лесов. Стрекозы зависят от пресной воды, и, например, в Европе мы находимся в хорошем положении, поскольку качество воды во многих реках в последние годы значительно улучшилось, и мы можем наблюдать, что популяция стрекоз или определенных видов рыб растет, и они снова заселяют наши реки и ручьи. К сожалению, в большинстве других частей мира наблюдается обратная тенденция. Пресноводные среды обитания сильно загрязнены, что не только подвергает стрекоз риску исчезновения, но и плохо отражается на людях. Необычайная ловкость стрекоз в воздухе, связанная с их способностью независимо управлять каждым из своих 4 крыльев, также представляет интерес для некоторых исследователей, использующих насекомых в качестве моделей для летающих роботов. Суматранские тигры лондонского зоопарка начали отмечать Рождество, пусть до праздников еще полмесяца. Подробности далее. До Рождества еще полмесяца, а у кого-то праздники уже начались. Можно только позавидовать героям этого видео, суматранским тиграм лондонского зоопарка. Смотрители решили развлечь представителей этого семейства кошачьих, украсив их вольер новыми тематическими игрушками. Выполнены они в форме традиционного праздничного угощения – тростей из карамели. А Симу и Гайше, так зовут тигров, также достались мешки с ароматами имбиря, мускатного ореха и корицы. Асим, самец, с любопытством обнюхал их, прежде чем лечь, чтобы изучить предметы поближе. Самке же, похоже, не понравились новые украшения, и она сорвала зубами несколько леденцов. На башне Девы Марии собора Святого Семейства в Барселоне зажглась недавно установленная звезда. Свидетелями события стали многочисленные горожане и туристы. В день непорочного зачатия Девы Марии на башне собора Саграда Фамилия в Барселоне, носящей ее имя, зажглась звезда. Вес рукотворного светила с 12 лучами – 5,5 тонн. Его осветил во имя Отца и Сына и Святого Духа архиепископ столицы Каталонии кардинал Жоан Жозеп Омелья и Омелья. Мира и добра по этому случаю пожелал мирянам и духовенству Папа Римский Франциск. Он обратился к пастве по видеосвязи из Ватикана. 138-метровая башня Девы Марии, вторая по высоте в соборе, который архитектор Антонио Гауди заложил в 1882 году. Это первый крупный элемент культового долгостроя, который был завершен с 1976 года. Иллюминация звезды и 800 окон произошла при большом стечении народа, местных жителей и приезжих.
По словам Шули Ши из Китая, это был исторический момент, и люди должны быть рады, что архитектурный шедевр наконец сооружен. Микаэла Рисо из Аргентины узнала из новостей о том, что в этот день засияет звезда. Она сама из глубоко верующей католической семьи, поэтому поспешила к храму, чтобы увидеть все собственными глазами. Ждать пришлось долго, она и ее спутники замерзли до полусмерти, но оно того стоило. Звезда, изменившая линию горизонта Барселоны, носит название Вифлеемской. На башне Иисуса Христа будет установлен крест. До пандемии предполагалось, что окончание строительства храма произойдет в 2026 году, но теперь предстоит назначить новую дату. В Якутии завершили реализацию федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика России». Так, провели скоростные линии связи и подключили к интернету 1385 социально значимых объектов в селах региона. Как отметил министр инноваций Анатолий Семенов, подключение к интернету способствует развитию связи в отдаленных и малых населенных пунктах. На торжественной церемонии завершения проекта наградили профильных руководителей и специалистов. Что хочется отметить, 3 года эти были непростые. Пандемия, постоянные пожары, то холодно, то жарко, то зимник есть, то нет. Отсутствие постоянной переправы, ввиду отсутствия моста, завозки грузов. Особенно в первый год было тяжело, потому что мы начали делать проект в сентябре, соответственно, а сдавать должны были уже к декабрю первый этап. И мы очень сильно торопились, чтобы закупить оборудование и успеть его доставить до того, как, соответственно, встанет переправа. Вот. Хочется также отметить стойкость характера населения, потому что очень удивляешься, когда на улице минус 50, а люди выходят, работают, тянут кабель, ставят антенны. Это как бы дорогого стоит. Поэтому как бы я сам этим занимался, сам это проходил, и вот могу оценить ту работу, которую они здесь провели за эти 3 года. Писатель Леонид Юзефович, получивший национальную премию «Большая книга» за роман «Филелин», передаст часть поощрения на консервацию местности Сосыл-Сысы в Амгинском районе. Писатель получил премию «Большая книга» за свой документальный роман «Зимняя дорога». Действие его происходит в Якутии. Леонид бывал в Якутии и раньше, но никогда не был в том самом селении, где происходила великая битва между красным командиром Иваном Стродом и белым генералом Анатолием Пепеляевым. По словам писателя, это было тяжелое путешествие, но оно произвело очень сильное впечатление. Демонстрационный экзамен WorldSkills стартовал в Якутском медицинском колледже. Сдающие это выпускники, обучающиеся по программе федерального проекта «Содействие занятости». Подробности далее. В июле текущего года медицинский колледж приступил к профессиональному обучению в рамках федерального проекта «Содействие занятости», а также национального проекта «Демография». Проектом предусмотрено бесплатное обучение нетрудоустроенных предпенсионеров, лиц старше 50 лет, женщин, имеющих детей дошкольного возраста, либо находящихся по уходу за ребенком до 3 лет. Единственное условие – обязательное трудоустройство. Они должны быть обязательно занятыми в конце. То есть это может быть трехсторонний договор, когда работодатель, образовательная организация и человек заключает договор, либо двухсторонний договор, когда человек после обучения становится самозанятым, либо открывает становится индивидуальным предпринимателем. Обучение длится месяц и ведется по 3 направлениям – медицина и социальный уход, эстетическая косметология, лабораторный и медицинский анализ. На сегодняшний день в рамках проекта в медколледже обучение прошло около 400 граждан. Я хочу отметить компетенцию медицинский и социальный уход. Она наиболее востребована на сегодня, а тем более в период пандемии COVID-19. Это у нас направление сиделка, сестринское дело и младшая медицинская сестра по уходу. И вот именно эти слушатели, получив образование, идут в больницы по уходу за больными с ковид. Среди молодежи больше популярно обучение по направлению эстетическая косметология, куда входят такие специальности, как косметик, мастер маникюра и специалист по уходу за кожей лица. Также в обучающей программе имеется повышение квалификации для медицинских работников. Мне тоже это очень удобно. Я работаю акушеркой в перинатальном центре, но мне эти знания тоже пригодятся, потому что беременные тоже, например, болеют сахарным диабетом. Я должна ей объяснить, как пользоваться глюкометром, как кушать, режим дня, что соблюдать, какие физические нагрузки. И это тоже в нашей работе
пригождается. Медицинский колледж проводит выездные обучения и в других районах. Таким образом, преподаватели обучили нетрудоустроенных граждан 3 районов республики. Якутия заняла лидирующее место среди регионов страны по обучению безработных. В реализации проекта участвуют все колледжи республики, а также Северо-Восточный федеральный университет. Федеральный проект содействия занятости будет реализовываться образовательными учреждениями до 2024 года. Марферина Алексеева, Джулус Иннокентьев, Якутск. Документальный фильм, посвященный жизни и подвигу прославленного якутского воина Федора Попова, презентовали в Якутске. Он одним из первых в полку переправился через реку Днепр. В рукопашной схватке в траншее врага уничтожил до 50 солдат и офицеров противника и удерживал плацдарм до переправы основных сил. Звание Героя Советского Союза Федору Попову, первому из якутян, было присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР. Герои фильма Федор Попов, родственники и земляки из Мегино-Кангаласского улуса рассказывают о событиях, происходивших 3 декабря 1943 года на реке Днепр. Фильм посвящен именно самому геройству нашего прославленного ветерана, к его подвигу. И, конечно же, мы, авторы фильма привлекли родственников, людей, которые знали его, рассказывающие о его детстве, о том, как он ушел на войну. И главный сюжет в этом фильме посвящен именно его геройству, когда он переплыл Днепр и на себя принял бой. Якутянку Айталину Максимову, родившую 14-го ребенка, торжественно выписывают из перинатального центра. Новорожденную 6 декабря девочку родители назвали Миланой. Теперь в семье 8 мальчиков и 6 девочек. Сейчас на торжественной выписке находится моя коллега Марферина Алексеева. Марферина, здравствуй. Расскажи, как самочувствие матери и ребенка. Кристина, приветствую. Состояние Айталины Максимовой отличное, роды прошли успешно. Она родила 6 декабря, и сегодня она уже выписалась буквально только что. Она покинула зал торжественный, счастливая мать. Себя действительно говорит, что последняя беременность чувствовала тоже очень хорошо и даже привилась от ковида, что как раз таки отмечает и говорит, что не зря это сделала. Ну и подробнее о том, какое у нее состояние и как прошла беременность, нам расскажет ее лечащий врач Донская Донара. Предлагаю послушать. Она поступила в отделение патологии беременных сначала, и как с целью подготовки к родоразрешению, учитывая анамнез, предстоящие роды. Состояние было удовлетворительное, план ведения родов был обычный, через естественные родовые пути, и роды произошли, как и намечались. Роды без осложнений, состояние мамы и ребенка удовлетворительное, и по времени проведения всех необходимых обследований она сегодня готова на выписку. Предыдущие роды в прошлом году, год еще, по-моему, чуть больше года, она рожалась здесь. И мы ее помним, и она рожалась здесь. Как-то тогда так не сакцентировалось, быстро все это ушло, но в этот раз решили, что праздник необходим и для ее поощрения, и для наше такое тяжелое время, чтобы мы как-то стимулировали рождаемость, радость у населения от того, что такое количество детей рождается, здоровых детей. Чувствуется очень большая поддержка. Буквально только что семье вручили 100 тысяч рублей, коляску, кровать, посуду, очень много поддержки. На выписку пришли родные, близкие, старшая дочь Айталины, Катя, которая прям самая такая главная помощница. Она нам даже рассказала немного о том, как устроен быт, дежурство. И, конечно же, счастливый отец маленькой Миланы. Предлагаем тоже послушать. Он поделился своим настроением с нами. Очень был рад. В прошлом году был мальчик, в этом году девочка. Запланировано, как будто бы? Да. А как прошла беременность у супруги? Нормально ли? Нормально прошло. Хорошо, да? Немножко с предыстории. Мы узнали, что жена Кацинтарского улуса, да? А вы отсюда, с Тулагина, да? Немножко расскажите, где вы живете, чем занимаетесь? Я здесь, в пригороде города Якутска, Тулагина, село Сардах. Работаю в Тулагинской школе, вахтер. И почему так назвали? Милана назвали. Это милая девочка, короче.
Ну и хочу немножко рассказать о семье матери героини. Они живут в селе Сырдах в Толагино. Недавно переехали из Нутарского Луса. Семья дружная, живут в большом двухэтажном доме. Старшая дочь нам тоже также поделилась, рассказала о том, что все друг другу очень помогают. А отец вообще похвалил ребят, своих мальчишек, о том, что рассказал, подготовились к зиме самостоятельно, готовили лед, и он даже не участвовал, так как тоже, конечно же, очень занят, делает мебель, обеспечивает свою семью. На данный момент это все, пожалуй, подробности, подробнее о том, как вообще живет семья, их история, мы расскажем в следующих новостных эфирах. На этом у меня все. Кристина. Спасибо, Марферина. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Марферина Алексеева. Мы продолжаем. Полярники обнаружили белого медвежонка на острове Вайгач в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщил руководитель природоохранных программ научно-экспедиционного центра по изучению морских млекопитающих Виктор Никифоров. На вид ему 10-11 месяцев, медвежонок находится там второй день. Специалисты продолжают мониторить ситуацию. 2 дня еще не тот срок, чтобы полностью исключить возвращение мамы-медведицы. Виктор Никифоров добавил, что в этом году совместно с экспертами Московского зоопарка и Обществом дикой природы был разработан алгоритм действий для принятия решения о вариантах и методах спасения белого медведя в возрасте до 2 лет, оставшегося без опеки матери. Отмечу, что это уже 4-й одинокий белый медвежонок, обнаруженный в российской Арктике с начала осени. Нерингринская биатлонистка Регина Петрова продолжает покорять спортивные вершины. Первую золотую медаль в этом сезоне Регина завоевала в ноябре на всероссийском соревновании в Новосибирске в гонке на дистанцию 10 километров. И вот спустя неделю новая победа. 5 декабря в Екатеринбурге на соревнованиях Кубок Урала в программе «Спринт» на 6 километров среди девушек 17-18 лет кандидат в мастера спорта из поселка Чульман Нерингринского района вновь заняла высшую ступень на пьедестале. В этой гонке Регине удалось отстреляться без промахов и пополнить свою копилку еще одной золотой медалью. Конкуренция была высокая, так как были и мастера спорта, и кандидаты в мастера спорта, кстати, кем и я являюсь. Но это не помешало мне обойти мастеров и выиграть эту гонку. Стрельба была полностью без промахов. Но и у моих конкурентов тоже, поэтому это показывает их стабильность и тоже высокий уровень. Потому что все готовятся к отборочным соревнованиям в Финляндию, где будет проходить юношеский олимпийский фестиваль. Тренеры из Алдана воспитывают также немало хороших спортсменов. В сезон соревнований по лыжным гонкам в разгаре ребята выходят на трассы, чтобы побороться за первенство команд. А как зажигаются звезды лыжного спорта? Это долгосрочная и планомерная работа всех тренеров, которые передают ребенку мастерство и поддерживают в нем уверенность в своих силах. С тренером из Алдана Ириной Пономаренко встретились наши коллеги. В спортзале лыжной базы «Снежинка» очередная тренировка. При выполнении комплекса упражнений работают все группы мышц. Тренировки у юных спортсменов проходят несколько раз в неделю. И к напряженному режиму будущие чемпионы лыжного спорта привыкли. Я очень давно занимаюсь спортом, с 6 лет. Сначала на фигурном катании, потом легкая атлетика, потом хоккей. Но потом пошла на лыжи, и мне очень понравилось. Родители немного занимались, и решила просто попробовать. И как-то все вот так вот пошло. Заместитель директора «Снежинки» и по совместительству тренер Ирина Вячеславовна – потомственная лыжница. Ее родители – действующие спортсмены и известные в Алдане тренеры Анна и Вячеслав Пономаренко. Лыжный спорт – это образ жизни семьи. Дочь пошла по стопам мамы и папы, едва научившись ходить. У меня выбора не было, у меня родители тренера, это такой хороший у меня пример, и привели меня в спорт, и теперь хочется тоже продолжить их дело, поэтому мы этим, прям, можно сказать, болеем, живем. Вообще у нас история в семье спортивная очень-очень издавна идет. Еще Ирина бабушка занималась велоспортом, мастер спорта в этом виде спорта. Она у нас еще имеет кандидат в мастера спорта по лыжам. Со стороны папы Иринова тоже бабушка занималась лыжами, тоже разрядница.
После разминки в спортзале группа продолжает тренировку на трассе. В общей копилке команды немало завоеваний и побед. А стартовавший сезон зимних видов спорта готовит ребятам немало новых испытаний. Да, есть уже подающие надежды, есть уже действующие чемпионы республики. Сейчас у нас ребята находятся на выезде в городе Сыктывкаре с Штафанидычем, и мы вот держим за них кулачки. Я считаю, что Анна Юрьевна и Ирина Вячеславовна, наши тренера, самые лучшие, самые добрые. Стоит отметить, что в юности Ирина не связывала профессиональное будущее с тренерской работой. Освоив экономические премудрости, она собиралась оставаться в лыжном спорте, как говорится, для себя. Однако призвание оказалось сильнее. Посидела в офисе, поняла, что это не мое, потому что это очень тяжело, когда ты всю жизнь как бы двигался, потом сел на попу и как бы, легкое удивление. И посидев так, поработав, поняла, что все-таки тянет в Алдан, тянет домой, тянет именно в лыжи, потому что работа с детьми – это, конечно, такой мотор, двигатель, это всегда заставляет тебя двигаться и соответствовать ребятам, которые занимаются. Спортивно-педагогическую деятельность Ирина нашла увлекательной и очень интересной. С детишками у тренера полное взаимопонимание. А успехами воспитанников Ирина Вячеславовна гордится. Обычно говорят, что тренера учат детей. На самом деле мы очень многое набираемся сами от наших воспитанников, потому что они нас тоже учат и заставляют смотреть всегда вперед. Время вносит свои коррективы и в разговорный жанр, так скажем, и в спортивные какие-то вещи. Мы за ними стараемся не отставать, и поэтому нам тоже в силу своей профессии приходится за ними успевать все делать. Передавая практическое мастерство, наставники постоянно поддерживают в воспитанниках мотивацию к достижению целей и уверенность в своих силах. Звездочки лыжного спорта педагоги-снежинки, говорит Ирина, зажигают вместе. И успехи юных лыжников становятся наградами для всех тренеров. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. О картине художника Тимофея Степанова из цикла героического эпоса «Олонхо» образа богатыря Нюргуна Ботура Стремительного, первого жителя Земли. Смотрите далее. В «Олонхо» человек описывается как первый житель Земли. Человек, который должен устроить в среднем мире изобильную мирную жизнь. Но злые чудовища Абага противоборствуют ему. И кто? Кто же освободит срединный мир от злых нападок жителей Нижнего мира? И это самый главный, ключевой персонаж якутского эпоса «Олонхо» – богатырь. А на картине Тимофея Степанова это богатырь Нюргун Ботур Стремительный. Это человек очень сильный, очень смелый, очень храбрый. И он послан с богами Верхнего мира на землю, чтобы освободить жителей Среднего мира от злых нападок Абага. В эпосе «Олонхо» внешний облик персонажа раскрывает его душу, его суть. Нюргун Ботур предстает в образе красивого, высокого, сильного, статного персонажа. И это говорит о том, что его суть – это добро, это сила, это гуманность. Тимофей Степанов изобразил персонаж Нюргун Ботур Стремительный в тот момент, когда он спустился в Нижний мир. Посмотрите, картина окрашена в мрачные, темные тона. Мы не видим ни голубого неба, ни зеленой травы, ни тучных стад. Везде только огонь, мрак и искры огня. И всадник на богатырском коне копьем попирает чудовище. Что же это за персонаж? Это персонажи жителей Нижнего мира Абага. А поскольку внешний облик передает, как мы уже говорили, суть персонажа, то облик жителя Нижнего мира – это, конечно, безобразное, страшное существо. Но оно обладает волшебной силой и может превратиться в цветок или в дерево, или даже в прекрасную девушку. Персонаж богатыря в «Олонхо»
является ключевым и самым ярким, интересным героем. Вот такова картина художника Тимофея Степанова «Нюргун Потур стремительный». Неожиданное продолжение получила история со Снегурочкой в Алдане. В соцсетях активно обсуждали снежную фигуру на площади Дворца культуры. Ее лицо изначально было похоже на лицо бабушки, а не внучки Деда Мороза. После многочисленных комментариев в соцсетях за ночь ее лицо преобразилось, что тоже вызвало шквал обсуждения. А в ночь на четверг неизвестные сломали руку снежной фигуры. Это запечатлела камера видеонаблюдения, запись которой вновь выложили в соцсети. В итоге история оказалась не совсем скандальной и вандальной. Как нам сообщили в администрации Алданского района, уже планировали направить заявление в полицию, как молодой человек сам объявился, извинился и сказал, что это вышло случайно, и он восстановил снежную фигуру. Морозная погода сохраняется в Аймяконском районе, но сегодня там наблюдается потепление. Если было минус 58, минус 60 градусов, а в Уснере минус 53, то сегодня все школьники занимаются в классах. Только в поселке Артык сохраняется температура минус 58 градусов. Вчера был минус 61 градус. Там удаленно учатся всего 20 детей. Над нашим районом установился антициклон, и в ближайшее время давление будет расти. Температурный режим будет сохраняться холодный от минус 48 до минус 55 градусов, что соответствует декабрьским нормам. Ну а теперь о погоде в крупных городах Якутии. В Алдане сегодня днем снег, температура воздуха минус 19 градусов. Ближе к ночи ожидаются минус 23, порывы ветра достигнут 6 метров в секунду. В Нерюнгри минус 23, давление составляет 700 миллиметров ртутного столба. Ближайшей ночью температура воздуха составит минус 26 градусов. В Ленске сегодня весь день будет идти снег минус 17, к ночи минус 19 градусов. Ветер от 5 до 12 метров в секунду. В Мирном также весь день снежно. Днем температура воздуха минус 22 градуса, ночью минус 26. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. И в столице республики тоже на протяжении всего дня будет идти снег минус 29 градусов. Вечером минус 30, ночью минус 31. Ветер от 2 до 4 метров в секунду. Атмосферное давление составляет 758 миллиметров ртутного столба. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале. Еще больше информации на наших сайтах. До встречи в эфире.